На День знаний в 15-ю школу Назрани приехали почетные гости. В их числе первый заместитель председателя правительства Ингушетии Магомед Евлоев, который поздравил ребят с новым важным этапом в их жизни. Только в этом году у нас открывается 29 объектов образования, из них 21 школа и 8 детских садов. Глава республики Махмуд Алимук Шарипович пожелал нашим выпускникам получения высоких баллов, поступления в высшие учебные заведения, и чтобы вы вернулись квалифицированными кадрами в республику. Потому что только вы являетесь нашим будущим, и только вы будете прославлять нашу республику, нашу страну. Нашим первоклассникам я желаю успехов. У них начинается долгий 11-летний путь. Я уверен, что наш преподавательский высококвалифицированный состав с сами вместе поможет вам достичь тех же целей, которые достигнут наши выпускники. Лучшие ученики школы сегодня поют, танцуют и читают стихи для гостей. Национальная музыка сменяется современной. Атмосфера праздника царит везде. Сегодня День знаний. Я от души поздравляю всех наших школьников, родителей с этим знаменательным днем. Желаю всем здоровья, удачи, успехов, чтобы наши детки всегда радовали и своих родителей, и нас, учителей. Официально День знаний отмечается еще со времен Советского Союза. Вот уже 38 лет кульминацией этого праздника считается круг первоклассника, который дает первый звонок в новом учебном году. Эта важная и ответственная миссия на празднике знаний досталась Ахмеду и Аиде Галаевым. Девочке всего 5 лет, но она смело шагает в новую жизнь. Ведь рядом будет старший брат, который и в обиду не даст, и в учебе поможет. Я очень рад, что я стал школьником. Я буду хорошо учиться, не лениться, и когда вырасту, мечтаю стать врачом. Всего за парты в этом году сядут 17,5 миллионов школьников по всей стране. Это на 500 тысяч, больше, чем в 2021. После линейки ребята разошлись по классам. Здесь прошли открытые уроки, на которых учителя, дети и родители смогли познакомиться друг с другом. Сегодня у вас день особенный, славный. Такой день бывает только один раз. А эти малютки еще не идут в школу, но уже многое знают о ней. Учебная программа преподносится им в игровой форме. Воспитатели ведомственного детского сада Росгвардии стараются обучать дошколят, не загружая их, чтобы они не потеряли интерес к знаниям. София Демина делится, что за лето успела соскучиться по друзьям. Девочка любит выступать на сцене, и сегодняшний день не исключение. На мероприятие приехали высокие гости. В их числе начальник отделения по военно-политической работе Анатолий Дубров. Подполковник отметил важность воспитания в детях патриотизма с малых лет. Он поблагодарил воспитателей и родителей за прививание детям любви к родине. Сегодня я приехал ко Дню знаний. Атмосфера очень приятная. Дети улыбаются. Вот мне самое первое, что понравилось, это дети начали, мероприятие началось с исполнения гимна Российской Федерации. Поэтому я вижу здесь подход педагогов, воспитателей, учат в том направлении, которое нужно детям в дальнейшем. Настоящим украшением этого праздника стал веселый и отрицательный образ знаменитой Шапокляк, которая со своей крыской Лариской всячески пыталась сорвать День знаний. Но дети на провокации не поддались. Поэтому я всем и каждому советую заделать ровно так, как делает старуха по кличке Шапокляк. Как делает старуха по кличке Шапокляк. День знаний в жизни каждого человека – это особенная дата. Даже спустя много лет после окончания школы взрослые, встретив на улице 1 сентября наряженных школьников с букетами, с улыбкой окунаются в свое беззаботное прошлое. Зарема Евлоева, Ахмед Горбаков, Новости 24.